Колыма. Одна из самых опасных трасс мира, соединяющая Якутию и Магадан. Еще в недалеком прошлом надо было иметь стальные нервы, чтобы отправиться по ней в путь. И таких героев находилось немало, особенно тех, от кого зависит снабжение удаленных поселков. Север рождает очень сильных людей. Зимой температура опускается местами ниже 60 градусов, и все вокруг буквально застывает, как будто попадаешь на другую планету. Мороз обжигает лицо, сковывает до боли пальцы, а каждый вдох хрустит, как снег под ногами, моментально кристаллизуя твое дыхание. Но так ли опасен этот путь сегодня? Наша команда решила проверить это на практике и показать на своем опыте не только современные возможности трассы, но и оценить ее туристический потенциал. Ведь эти морозные края годами притягивают сотни туристов со всего мира. Наш путь начинается в уже родном для меня городе Якутске, протянется сквозь ледяные края Дальнего Востока, и пройдет он отнюдь не без приключений. Мы окажемся в самой дальней точке Магаданской области, на границе с Камчаткой, в уединенном поселке, где проживает всего около 30 человек, и куда до нас еще ни разу не доходила легковая колесная техника. Итак, добро пожаловать в Якутск. Мы начинаем наше приключение. Испытано на себе. Крайний раз, когда мы ехали по трассе Колыма, мы ехали на старом москвиче 75 года. На этот раз у нас современный автомобиль, который подготовлен еще лучше. Мы решили рассказать о трассе Колыма именно с туристической точки зрения, рассказать ее интересные места уникальные. Все, что есть в регионе, очень уникальное на самом деле. Казалось бы, для нас обычные вещи, мы на это даже внимания не обращаем. Не, ну просто общий суммарно 270. 280. Представьте, еще неделю назад я не знал, что меня ждет такая вот далекая прикольная экспедиция. И вот сейчас мы уже все стартуем, почти собрались. И с Мирланом попробуем сделать совместные выпуски. Мы давно хотели придумать что-то такое снимать, чтобы вместе... Ну, я больше буду операторствовать, Мирлан больше будет рассказывать. У меня, смотрите, вторые окна, лобовое второе, все заклеено, все утеплено, в машине жара. Танк вообще не утепленный, мы ему максимум будем одевать одеяло и картонку перед радиатором, и все. Команда про путешествие снова в деле. Впереди непростая миссия – показать настоящую колымскую трассу и разрушить все стереотипы, которые годами окружали это легендарное место. Мы отправляемся в экспедицию, чтобы раскрыть туристический потенциал одного из самых суровых маршрутов России. Без мифов, без преувеличений, только реальность. В путь выходим два экипажа. Мой проверенный и надежный Land Cruiser 200 и танк 300 от компании Arctic Trucks. Ему предстоит пройти серьезные испытания в условиях дикой и непредсказуемой Колымы. Сейчас надо еду загрузить. Важная часть любой экспедиции – это провизия. Мы используем проверенную временем технологию. Берем замороженные полуфабрикаты, храним их в холодном боксе и готовим порционно ровно столько, сколько нам нужно. Для этого мы используем мультиварку. Просто надежно и удобно. Андрею подарили якутский нож. Сейчас подарили? Здесь? Да. Якутский. Что написано? Про путешествие. О, это прям ваш бренд, да? Китайцы вообще, конечно, не предназначены для того, чтобы в них вставляли картон. Придется делать несколько коробок. Заправляемся. Общий объем бака 270 литров. Два бака, один дополнительный. Сейчас заправляю 150 литров, чтобы машину сильно не грузить. Там в Этикёле у Туймада есть заправка, там дальше заправимся по горлышку. Ну что ж, друзья, у нас выезд из города все-таки состоялось сегодня, хотя это было непросто. Вот перед вами зимние наши автодороги, которые мы очень ждем в осенний период, когда происходит ледостав, потому что не надо уже использовать летом паромы, спокойно сел и поехал, как по трассе шоссе, и ты на той стороне, на федеральных трассах. Якутск от федеральных трасс отрезан рекой Лена, по которой мы сейчас едем.
Сегодня ночь с 18 на 19 происходит крещенские купания. Я сначала расстроился, что придется это пропустить, но Мирлан меня обрадовал, говорит: Игорь, завтра в Аймиконе покупаешься. Проехали населенный пункт, деревню Нурагана. На трассе мороз давит. Это как ощущается? Во-первых, у нас место показания температур на табло теперь черточки. Это значит, что у нас ниже 45. Несмотря на то, что у меня тут залита тормозная жидкость минус 70, все равно они стали тугие. У меня сейчас коробка в ошибку ушла. Я думаю, это из-за холода просто. И она, наверное, когда машина перезагрузится, перезапустится, это должна ошибка уйти. О, точно, ладушки. У нас граница Улусов. Заезжаем в Чурапчу. И по доброй традиции обязательно кормим духов. У нас в дороге все было хорошо. И благодарим. Спасибо. И можем все, в путь, смело ехать. Его не было, в этом раз он появился. Это Кель. Наконец-то 8 часов вечера. Пойдем покушаем. Проголодался, Мирлан? С утра не завтракал. Да и что-то этими чебуреками как-то так хорошо. Я тоже наелся, в принципе. Ну, сейчас, если Съели чебуреки, подогретые на торпеде. что-нибудь жиденькое, если или... Я 2 раза заглох. Что, реально? Да. Я просто запустился, она едет нормально, потом как будто я еду, газ нажимаю чуть. У нас сегодня это вторая переправа по реке Алдан. Это самый большой крупный приток нашей реки Лена. Здесь сейчас Алдан перейдем и получается до Ханлыги чуть-чуть, ну, можно сказать, доехали. Время уже 10:20 и где-то через 40 минут, наверное, уже будем на месте. А, да? Летом тут паромы ходят. Самые такие паромщики здесь говорят. Отечная резина не любит резкое торможение. Ну что, мы, как и предполагалось, 10-11 часов ночи доехали до Хандаги. Это наша первая контрольная точка. И сейчас задача расположиться, машины в теплый гараж. В Хандаге можно узнать, сколько раз за зиму выпал снег. Потому что Хандага топится у нас углем. И вот, если можете посмотреть сейчас справа, выхлоп такой идет. И вот она черным таким оседает на снегу. И как слоеный пирог. Черные линии есть. Вот в таком симпатичном гостевом домике размещаемся. Уставшие все с дороги. Но чем хорошо в цивилизации? Едешь, казалось бы, трасса Колыма, потом приезжаешь, а тут вот такая цивилизация. Запах идет. Дождались? Или здесь на диване, Игорь. Кто-то может... Я могу здесь лечь на диване, мне главное, чтобы никто не храпел рядышком. Если такое возможно организовать. Тебе не повезло. Высокие запросы сразу могут сказать. Помогай. Беда всех экспедиций. Ну, очень вкусно. Спасибо за гостеприимство. Да, вообще, Хандага всегда нас встречает именно вот так гостеприимно. Когда приезжаешь, как будто дома. Это вот Галина. Уже свой человек здесь, в Хандаге. Давно не виделись, да? Ну, это хорошо или плохо? Хорошо. Хорошо, что хорошо, тоже хочу. Холодное блюдо. О, а это мы зря уже наелись. Ну что, укусишь коня? Язык оленя и рулетик. Это Мирлан. И странно, как он еще держится и не кусает лошадь. Я уже свою съел. Мирлан, приятно.
Так, разложи по ножке. Чиж. Вот это хариус. Чиж. Да, сейчас еще хариус сейчас замороженный. Да? Еще Хариус Строганина. 511. Километр. Если бы в обед мы отсюда выедем, ну, навряд ли мы доедем. Да, конечно. В часов 2 ночи Мы доедем. сегодня во сколько выехали? С города? Да. Полпятого. Выехали полчетвертого. Полчетвертого. В 3 из города. Ну, мы с Бестяхи сорвались где-то полчетвертого. Вот. И ехали мы сколько километров? 400 с чем-то? Да. Ну, 400 всё, а там 500 с хвостиком. Вы не в час. забывай, тут какая дорога, а там сейчас... Так время 23-26. Какая дорога? Такая же, мы ехали не спеша. Мы не... Портится она. Сладенько становится. Шляпная была. Вкусно. Детство. Сладкую картошку. Галина печет нам якутские оладушки в дорогу. Отличные дороги, ребята. Всего хорошего, чтобы у вас было. Самые вкусные якутские оладушки. Доброе утро, Хандыга. Хандыга. Небольшой поселок городского типа. Административный центр Тампонского улуса. Он раскинулся на правом берегу Алдана, одной из крупнейших рек Якутии и главных притоков Лены. История Хандыги началась в 1939 году. Поселок появился как опорная точка для строительства дороги на Эмикон. Руководил этим проектом инженер Карпов. Но настоящий толчок к развитию дала Колыма. После открытия золотоносных месторождений сюда пришел Дальстрой. Уже в начале 40-х Хандыга быстро растет. Здесь появляются автобазы, электростанция, почта, аптека. А в 1942 году открывается первая школа. Сегодня в Хандыге живет около 5000 человек. Поселок по-прежнему остается важным центром всего Улуса. Здесь работают больница, горно-геологический техникум, государственные учреждения и даже музыкально-театральная школа в необычном здании в форме летающей тарелки. Но главное в Хандыге не здание и не история. Главное здесь люди. Сильные, талантливые, настоящие. И прямо сейчас мы познакомимся с одним из них. Друзья, мы приехали в спортзал, где сейчас нам проведут мастер-класс по масс-рестлингу. Это национальный вид спорта по Якутии. Это перетягивание палки. Меня зовут Сергей Пролкин. Я являюсь мастером спорта международного класса по масс-рестлингу. Мы находимся сейчас в здании Дюша имени Лебедева. Я работаю здесь заместителем спорта, курирую спорт, с тренерами работаю. Детишки, у нас 11 видов спорта здесь, в этом здании. В общем, работаем во благо спорта в нашем районе. Про масс-рестлинг хочу рассказать. Это издревле национальный вид спорта. В старину наши предки саха выступали. Еще есть хавсагай, но на всех на традиционном празднике выступают. Это единственное в мире единоборство бесконтактно называется. То есть, если хотите узнать, кто сильнее, вот все масс-рестлинг. Последний чемпионат мира проводился в Кыргызстане, Иссык-Куле. Там набралось более 300 участников. Вот, то есть, очень стремительно популярный вид спорта сейчас в России и за рубежом. То есть он берет либо за центр? Хват есть внутренний, есть. И должен быть разнохватный вот такой. И есть наружный хват. Настройка. Вот так. И то есть и вытягиваешь. Если счет 1-1 стал, еще есть момент такой есть. Можно повалиться вверх. Вот так садятся. Болел. Вот. Упал. И тоже считается. Да. Если вот касается, ну, два точки, здесь касание, ты проиграл. Еще вот такой есть. Допустим, нога ушла вот так. Тоже считается. Выше. Блядь, чик! Вот, когда пошла. Опа, вот. Не поддали, да? Все. Готово? Чик! Вот. Ногами тоже работайте, ногами. Спиной. Во-во-во. Так, прекрасно. Пока держит. Опа! 1-0. Финал. Оба! Чик! Нога пошла.
счетом 2-0. И становится абсолютным чемпионом Дюша. Дали руки. Начальник надо проиграть. Очень хороший вид спорта, но точно надо разминаться хорошо. Все, друзья, наглядно видели масс-рестлинг, что из себя представляет. Вид спорта, казалось бы, на свою простоту, но очень много энергии. И участвуют все группы мышц, тут подготовка очень серьезная нужна. И травмы может случиться, но я вот сейчас 2 раунда потягался, и такое ощущение, как будто я пробежал там 10 километров или 5 километров. Даже дыхалка немножко сбилась. Занимайтесь спортом. Самое необычное здание во всем Дальнем Востоке, да и, пожалуй, во всей России. Летающая тарелка в Хандыге. Мне кажется, что она вот действительно, как люди в черном смотрели. Когда-то она порвется у вас, и вы летите. Это Вячеслав Анатольевич Штыров. Он инициировал как раз вот этот вот замечательный проект. Да, это его была мечта, видимо, там. С преподавателями немножко было сложно. Сейчас появилась девушка, она как бы... У нас есть фотограф хороший. Идите к нам преподавать, да? Можно Саша оставить. В родном Подиле. Помимо искусств, здесь еще фотографии обучают детишек. В 2018-2019 году открыли новое отделение театральное. При этом отделении открыт театр кукол. Тоже проект. Я Андрюху нашел. Ну, порядка, наверное, 5-6 новых отделений мы за последнее время открыли. Немножко реанимировали. Как бы. Все вот учреждения культуры, спорта, образования могут принять участие на грантах и получают Конкурс да, социальных по проектов. своим проектам они получают поддержку. Большая грантовая поддержка, мне так интересно. Максимальная сумма какая была? Ну вот у меня, 2,5 например, миллиона. проект кукол был в 2021 году, 1 075 000. Теперь мы знаем, когда у Богдана день рождения. Дата открытия нового здания школы. Год совпадает. Ну, Штурок молодец, конечно. Да, он очень помогает нашему району. Вчера гирлянда вылезла на табло. Пытаемся, под рукой сканера нет дороги, пытаюсь скинуть его народным методом. Клемму скинули, это должно помочь, а посмотрим. Вуаля, все помогло. Что ж, друзья, мы выехали из гаража. Мне чуть-чуть подтравило левое колесо заднее. Это, я думаю, из-за того, что там герметик, наверное. Когда позапрошлом году последний раз колеса делал, что герметиком вмазывать, это желательно вообще каждую зиму перед зимой делать. Но имеем, что имеем. Самое главное, мы начинаем движение. Сейчас заправляемся и в путь в сторону Имикона. Пока вот равнина, но горы потихоньку начнут сейчас появляться из-за горизонта. Погода сегодня прелестная, минус 30. А это вот перед теплым ключом пробник асфальта, так сказать, экспериментально тут 5 километров что ли положили асфальта, как себя это поведет. По идее, через какое-то время вся Колымская трасса превратится в вот такую федеральную дорогу. Черный прижим, желтый прижим убрали, сейчас очень активные работы ведутся в Заячьей петле. В ближайшем будущем, наверное, Колымская трасса потеряет статус самой опасной трассы мира. Проскочили в теплый ключ. Заправка в сторону Имикона, дальше никаких заправок до Кубы. Кубе-Ме. Это всем известная заправка, кафешка Куба. Грубо говоря,
отсюда 400 километров, и от Кубы до Уснеры 400 километров. Ну, это единственная точка цивилизации. Была единственная. Надо, слишком утеплили, надо морду немножко приоткрыть. 33 градуса, у меня морда закрыта. Я еще картонку даже не ставил. И все равно набегающего потока ему не хватает. И вот так неожиданно открываются шикарные виды. Горы сразу возвышаются над дорогой. Здесь, конечно, надо сделать красивый кадр. Вот этот поворот идет Батагай, Тополиной, далее Верхоянск. До Тополиного дорога хорошая, круглогодичная, после Тополиного. Далее идет только Зимник до Батагая. Сначала по реке Нельгесе, по-моему, если мне память не ошибает, и потом по тайге. Первая туроперация сказала, что там встречка нет и можно пропускать. И вот мы благополучно это проехали. Приехали мы на ручей. Здесь всегда все останавливаются, кто просто едет. Вот и фуры отдыхают, и туристы. Конечно, обязательно можно повесить ленточку, загадать желание. А там ручей, по-моему, он сейчас до конца не замерзший. Проверим. Все темнеет, нас ожидает далекая дорога. Уже снимать будет, наверное, нечего. Просто ехать, ехать и ехать. Часов 6, 7, 8, наверное, не знаю. Зарядившись энергией этих мест, мы продолжаем двигаться дальше. Как вы знаете, на севере световой день очень короткий. А впереди нас ждут участки дороги, которые раньше считались по-настоящему опасными. Желтый прижим. Сегодня его можно проехать, даже не замечая. Черный прижим. Теперь из опасного здесь остался только затяжной подъем. Но еще совсем недавно эти места были опасным испытанием для любого водителя. Узкие прижимы, где могла разъехаться только одна машина. Мы доехали 640 километр трассы, и вот тут видим 3 домика Афрейм. Можно спокойно здесь остаться, переночевать. Тут скоро очень такое база будет, оказывается. Этнокомплекс называется Ода. Тут летом вообще такая красота вокруг гор. Можно приехать вообще даже отдохнуть на пару дней, зарядиться силой этих мест, называется. Давайте сейчас мы вам подробно покажем, что тут есть, что нет. Ну, действительно, в Колымской трассе она открылась почти 2 года назад, оказывается. Ну и, собственно, 2 года и не были на Колымской трассе. Три гостевых домика сейчас. Двухэтажные Афрейм домики. Планируем якутский балаган построить. Потом баню строить будем. И гараж на 4 места. Хостел в сутки 2000 человек. Маленький домик до 6 человек, там 15 тысяч. А большой домик до 8 человек 20 тысяч. Съехали с федеральной трассы Колыма. Сейчас у нас впереди несколько речек. Тамтор и Даймикона. Сегодня доедем до Тамары Егоровны и будем у нее ночевать.
И еще информация такая. Заячьей петли теперь нет, ребята. Я последний раз, когда проезжал по этой дороге 2 года назад, это был, пожалуй, самый опасный участок трассы, который оставалась по Колымской трассе. Теперь это хайвей просто. Теперь можно проехать на любой машине. Все, добрались до Тамтора. Время 9:56. 10 часов. Мирлан едет очень хорошо. Как тебе дорога? Не устал? Отлично, все хорошо. Ну, Мирлан на опыте, он вообще не устает от такой дороги. Ну, чуть-чуть, если разве что. Она что затянула? Да, что там? Мы сейчас хотим градусник выставить, потому что у нас просто отключился этот термодатчик. Он не показывает ни 40, ни минус. Мы доехали до Тамтора, все хорошо, все в штатном режиме, и холодно очень, даже машина там 2 точки только показывает. И вот хочу вам рассказать наглядно на примере 2 машин, да, почему в Якутии мы так утепляем машины. Что касаемо стекол, везде делаем двойные. Что касаемо лобового, тоже двойные. Вот у нас вторая машина вообще не утеплена ничем. И вот можно посмотреть, как стекла у него замерзшие, и где только дует печка, там только немножко так окошко. И лобаш тоже, где печка дует, вот там какие-то амбразуры. А у нас все, обзор 360. Сейчас пофоткались. Немножко поснимали, а нос чуть не отморозил. Сколько мы были? Минуты 2, наверное, на улице побегали. Мы реально сейчас купаться поедем, да, Мирлан? По плану, сегодня же воскресенье, крещение, и команда изъявила желание, что сегодня должны купаться. Не хочется расчехлять такой мороз, сейчас все шланги полопаются, провода полопаются. Левое колесо опять подсусилось, но не критично, там где-то 1,2 атмосфера осталось, наверное. Приехали заправиться в поселок в Тамторе. Тестим компрессор Arctic Trax. Все, накачали. Видите, шланг как задубел. Мы сейчас его аккуратно в салон положим. Когда он отойдет, тогда его соберем. Все, дубак. Прям такого я еще не испытывал этой зимой. А Мирлан вообще на улице столько времени провел, пока заправлялся, пока компрессор там накачивал. А я сильнее его замерз. Вот они, якутские лошади. Они минус 60, в любой мороз сами себе корм добывают. Ходят такие красивыми ресничками. И особенность якутских лошадей в этом. У них очень густая шерстка. И они практически в любой мороз не мерзнут. Они на улице сами по себе ходят. Единственная задача конюха — это стряхивать со спины лошади снег. Потому что этот снег, она начинает таять от тепла тела лошади. И потом начинает замерзать. И от этого может лошадь заболеть, простудиться. Вот сейчас лошадь табунит. Они вот сами подножный корм себе добывают, вычерпывая снег. И вот свободно пасутся в минус 60. Мы с Мирланом еще сейчас поняли, что ни разу еще не были в таком морозе. Ни Да, я, это, ни он. ну и абсолютный рекорд, минус 63. В прошлом году, когда я приезжал в Тамтор, было минус 58. Самое такое значение. А сегодня очень холодно. Я Ночь приезжаю. То есть мое тело реально первый раз в таком вообще морозе хочу, чтобы там где-то 65-66 было сегодня. Ну, за ниже минус 50 это вообще другая жизнь, это другие условия. Это как-то как будто в другой мир попадаешь. Все по-новому, все по-другому ощущается. Открытый космос. Друзья мои, мы доехали до Аймикона, полюс холода. Это доказывает тот факт, что мы стоим перед стеллой. От этой стеллы ровно, по-моему, 3 километра до самого поселка. И там будет стелла полюса холода.
Картонку убрали, перегреваться стал. Картонку ставишь, холодно. Что за китайский автомобиль, а? Что ж, друзья, добро пожаловать в Аймакон, полис холода. Это бык холода у нас рогатый. Возле Стеллы нас встречают. Сейчас, скорее всего, в гараж нас сопроводят и на этой машине заберут. Это у нас новая Стелла, полис холода. Ну, вот, там бык стоит. В якутской мифологии бык холода называется. Когда первые морозы, у быка холода обостряется первый рог. И когда вот 20 числа, 22 числа января обостряется второй рог. Это значит самые лютые морозы. И где-то в середине, в начале февраля у быка холода отпадает один рог, а потом в начале марта второй рог отпадает. И значит, когда теплеть начинает, у народа в Сахаре говорится, что у быка холода отпал второй рог. Все, теперь тепло. Что, палатка стоит, печка топится, направляем свет на наши. О, она даже подмерзла. Обычно же она течет здесь, да? Смотри. Да, вот. Маленькая дырка осталась. Печка жарит. Ну что, здесь жарко внутри, прикольно. Палатки. Вообще хорошо сделано. Надо спокойно расположиться, раздеться, одеться, выбежать, не бежать. «15 операторов, один Нерланд». Ну как будто на бой его. Нашли крайнего на крещение искупаться. Все, идем, спокойнее. На дворе минус 63, вода температура около нуля. Будем греться в воде. Ребята, с праздником! Вода реально теплая. Не холодно, но волосы уже, кажется, замерз. Сейчас-то понятно. Вообще нормально. Адреналина нет. Это вообще нормально. С Богом, православный. Тони Робинсон, преследуй. Ну что, друзья, у нас программа максимум на сегодня сделана. Мы доехали до полюса холода Аймакон. Мы даже сегодня успели искупаться. Сегодня крещение. Всех православных, кстати, поздравляю с праздником. Вот мы на месте. 64 градуса, да? На градуснике его даже 64. Испытано на себе. Аймакон. Точка на карте, где мороз хозяйничает почти круглый год. Это полюс холода. Самое холодное место на планете, где продолжают жить люди. Зимой температура опускается ниже 60 градусов. Дыхание превращается в лед. А тишина звучит громче слов. Земля под ногами – вечная мерзлота. Она не оттаивает даже летом.
Жизнь здесь – постоянная борьба с холодом. Мороз диктует свои правила. Техника, одежда и даже привычки людей подчинены выживанию. Но несмотря на суровый климат, люди остаются здесь, потому что это их дом. Чистый воздух, бескрайние просторы и особая тишина севера создают атмосферу, которую невозможно забыть. Люди не только научились выживать, они смогли превратить экстремальный мороз в узнаваемый бренд. Аймикон – это не просто холод, это характер, сила. Это место, где человек доказал, что способен побеждать стихию. Своим примером это доказала местная легенда Тамара Егоровна. Она показала, что даже в самом суровом месте на планете можно не только жить, но и находить возможности, развиваться и идти вперед. Человек, который создал бренд Аймикон «Полюс холода». Меня зовут Васильева Тамара Егоровна. Я краевед, член Русского географического общества, также председатель общественной организации «Историческая память» по Аймиконскому району. Поэтому занимаюсь историей своего улуса. Коренная аймиконка, полюс холода Аймикон. Это было открыто в 1926 году Сергеем Владимировичем Обручем, когда он вынужденно со своей экспедицией остановился здесь в октябре-ноябре и измерял температуру. И тогда он среди ученых поднял вопрос. Оказывается, есть местность холоднее, чем Верхоянск, поэтому нужно расширить территорию наблюдения и открыть метеостанцию. Итак, в 1929 году открылась метеостанция. Есть определение. Полюсом холода может стать та местность, где проживают люди продолжительное время при абсолютно низких температурах. Продолжительное время. Вот это нужно подчеркнуть. Здесь в Аймиконе можно ознакомиться с официальными документами. Второе, здесь мы показываем породу якутских лошадей. Это очень выносливые животные. Можем якутские коровы показать. Здесь у нас есть персонаж Чесхан, хранитель холода. Но когда гости приезжают, когда их много, я не обращаю, вот кто у меня в гости пришел. Я не знаю даже. Оказывается, у меня был Том Харди. Ночевал, да? Я пожилой человек, а Том Харди-то не знаешь же. Так, ну всех приглашаем на полюс холода. Бегом, бегом. Как свежо-то на улице, а? Ну, мы чуть прогулялись до гаража. Я вам скажу, ребята, очень бодренько. Ну что ж, у нас миссия, как говорится, выполнена. Мы все сделали, все по плану. Выдвигаемся в сторону Уснеры. Торопимся, потому что при свете дня надо показать и рассказать вам про всю красоту Колымской трассы. На севере солнце светит очень ярко, она практически с горизонта тебе светит. Поэтому поехали и давайте смотреть эту красоту вместе.